Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Вакцина от ковида в виде спрея или капель. Как на препарат реагирует детский организм? Рады любой помощи. В пункте передержки животных в Якутске сегодня день открытых дверей. В Якутске обсудили вопросы развития спорта номер 1. Чем живет якутский футбол сегодня и каковы перспективы? В научном центре имени Гамалеи рассказали об успешной вакцинации детей назальным препаратом от COVID-19. Назальные вакцины против коронавируса прививали и маленьких детей. Никаких негативных последствий не было, сообщил директор центра Александр Гинзбург. По его словам, этим же препаратом воспользовался и он. Ранее в центре Гамалеи сообщали, что назальная вакцина от ковида «Спутник Ви» безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях. На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что он сделал прививку назальной вакцины от коронавируса. Никаких ощущений после процедуры у него не было. Тем временем в Якутии продолжается вакцинация от гриппа. Это самый доступный и надежный способ профилактики заражения данным вирусом. Эффективность вакцины высока при своевременном получении. Сделав прививку, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов. Но остается еще более 200 штаммов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуют принимать меры неспецифической профилактики. Вовремя проведенная вакцинация – это защита от тяжелых последствий гриппа. Предусмотрены выездные бригады, то есть неорганизованное детское население, то есть дети могут получить вакцину на дому. Также все люди старше 60 лет, они также вакцинируются на дому, то есть могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления, к дежурному врачу или к терапевту и будут вакцинироваться на дому. Все остальные работающие, то есть население подлежит вакцинации именно на предприятиях. Также детские сады и школы тоже в прививочных своих кабинетах будут прививаться. То есть нужно только обратиться в поликлинику. В пункте передержки животных в Якутске сегодня день открытых дверей. Мероприятие проходит под эгидой Всемирного дня домашних животных, который ежегодно отмечают в России 30 ноября. Суть акции «Помоги мне стать домашним» проста. Любой желающий может прийти в пункт и забрать себе четвероногого друга, либо сфотографировать его и выложить на своей странице в соцсетях, чтобы у собаки появился шанс найти себе хозяина. Сегодня в пункте передержки содержат около 600 собак разного возраста. Взрослых собак после отлова в течение месяца чипируют, стерилизуют и выпускают на волю. Есть и щенки в возрасте до полугода. Пункт передержки всегда рад и добровольной помощи в виде цепей, утепляющих материалов, а также будок для собак. Адрес пункта Чеченко, 57. В день открытых дверей там ждут посетителей до 17 часов. Потихоньку подтягиваются. Погода нам сегодня благоволит, прямо шепчет на благие дела. Надеюсь, конечно, народу будет много, но подтягиваются люди. Хотя бы даже просто пофотографировать, поснимать, выложить на страничках, в соцсетях. Сделать хотя бы какой-то обзор для людей. Надеемся, что как-то полезно будет. И на самом деле это помогает. Потом буквально 2-3 дня откликиваются люди, что кого-то где-то заметили, увидели, приходят, забирают. Это огромная проделанная работа. Как Якутия готова к отопительному сезону? Что делать с аварийными отключениями электроэнергии, когда откроют ледовые переправы? И что делать, чтобы не допустить глобальных лесных пожаров? Накануне большую пресс-конференцию дал первый вице-премьер правительства Дмитрий Садовников. Темы разбирала наш корреспондент Мадина Халикова. Вопросы с подачей тепла в Якутии всегда актуальны. В условиях сурового климата жители республики должны быть обеспечены отоплением. Зимний сезон стартовал, и температура в некоторых районах уже опускалась ниже 45 градусов. Дмитрий Садовников в ходе пресс-конференции резюмирует: регион готов, в будущем власти планируют серьезно заняться капитальным ремонтом и модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры. Между тем, есть у ресурсников, конечно, выполнены работы, которые у нас имеют, происхождение советских времен, 70-х годов, а то и 60-х годов.
И здесь, конечно, безусловно, ресурсниками ведется работа по паспортизации и по корректировке тех схем, которые у них есть. Еще один важный вопрос на повестке дня, когда будут открыты зимники через реку Лену. На сегодня в Якутии работают 4 переправы – в Верхнеколымском, Жиганском, Момском и Сунтарском районах. Что касается республиканской столицы, толщина льда еще не соответствует нормативам для выезда и легковых, и грузовых машин. Но мониторинг идет постоянно. Сегодня, учитывая холодные, отрицательные температурные погодные явления, мы стремимся к тому, чтобы сместиться, чтобы побыстрее открыть зимники в первом этапе до 3 тонн. Сегодня замеры берутся, но в некоторых участках реки Лена лед еще тонкий, составляет 12 сантиметров, где-то 20. И мы для себя ставили срок до 10 декабря, но мы хотим переместиться, если это позволит, до 5. Поговорили и о планах на будущее. Модернизация и строительство ГРЭС взамен устаревшей идет своим чередом. Сейчас оценивают проект. Завершения объекта намечено на декабрь 2025 года. Возводить новую станцию будут в том же районе. Не обошли и подготовку к пожароопасному сезону. Во время визита в Якутию полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева глава республики Айсен Николаев отметил, что жаркий сезон регион встретит во всеоружии. Конечно, в свете трагедии Бескюля мы особое внимание будем уделять нашим населенным пунктам. Сегодня закупается техника. Техника, она уже прибывает. Часть техника уже отыграна, и мы будем получать ее в начале того года. И сегодня идет вопросы по базированию этой техники в тех или иных участках. Также Дмитрий Садовников рассказал, что сейчас идет работа по созданию мусороперегрузочной станции с элементами сортировки вблизи Якутска. Старый же полигон в планах рекультивировать. Минэкологии республики сотрудничает с Министерством природных ресурсов России, чтобы войти в профильный проект и получить на эти работы федеральные средства. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Итоги межрегионального молодежного фестиваля ивенкийского фольклора «Аяна» подвели в Якутии. Участие в мероприятии, которое прошло в онлайн-формате, приняли более 150 человек из города Якутска, 8 улусов республики и 6 регионов России. Победителей и лауреатов выявили по таким направлениям, как танцы, пение, устное народное творчество, а также театры и студии мод. Главная цель фестиваля – это развитие и сохранение уникальных самобытных традиций национального художественного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Конечно же, это создание условий для поддержания творчества новых исполнителей, поддержка талантливой молодежи. В Якутске обсудили вопросы развития футбола. Представители спортивных организаций, районов и городов рассмотрели реализацию проекта по развитию футбола согласно договору с Российским футбольным союзом. Чем живет якутский футбол сегодня и каковы перспективы? Об этом в сюжете Власия Сергеева. В декабре прошлого года республика подписала соглашение с РФС о сотрудничестве в развитии футбола. С тех пор идет бесперебойная работа по улучшению имеющейся структуры. Так, в 2020 году специализированной школе был присвоен статус детского футбольного центра, благодаря чему организация получила новый инвентарь и поддержку в повышении категории тренеров. По всей республике есть 2 тренера, которые имеют статус Б. То есть они могут работать по всей территории страны по юношеским командами. Если имеет статус С-тренер, он имеет возможность работать в спортивной школе с тренерами, с детьми. Вот этот статус нам дает, футбольного центра дает еще возможность повысить это качество. Также благодаря этому статусу школа смогла заявить команду во всероссийский турнир «Дальневосточную юношескую лигу». На протяжении нескольких месяцев воспитанники школы, ровно как и профессиональные футболисты, состязались в формате лиги, вылетая в разные города. Включение школы в новый турнир может стать трамплином для футболистов и подспорьем для создания профессиональной команды. Есть ряд структурных предложений, которые мы хотим реализовать сейчас, сделать некую лестницу развития, скажем так, отдельно взятого футболиста, начиная со школы, студенчества, и дальше в идеале это команда мастеров. Сейчас уже команда
Футбольная школа республиканская, которая участвует у нас на дальневосточных турнирах, может быть, она станет некой такой базой для вот этой вот команды. Ну, мы ориентировочно поставили 24 год для этой команды, но там уже, наверное, будем смотреть, как у нас реализуется, может, сроки корректироваться. Большое внимание уделяется и мини-футболу. Так был разработан проект нового турнира среди школ. Участники будут оспаривать медали по круговой схеме с домашними и выездными матчами. Новый формат сначала будет применен в Якутске и в случае успеха будет внедряться по всей республике. Следующей ступенью в этой дисциплине являются университетские соревнования, которые в скором времени также будут проводиться в формате лиги. Лучшие игроки попадут в сборную СВФУ, которая ежегодно занимает призовые места в золотой лиге, сильнейшего турнира страны среди студенческих команд. В этом году обязательно мы будем участвовать и надеемся на хороший результат тоже. Ну, очень хочется выиграть вот эту золотую лигу. Очень много студентов к нам поступает, и у меня, например, выбор большой, конечно. Плюс в этом лежит. И, конечно, тренировочный процесс у нас очень сильно идет. Лучшие игроки СВФУ регулярно пополняют состав мини-футбольного клуба «Заря», который благодаря соглашению с РФС после годичного перерыва вернулся в высшую лигу России. Несмотря на подписание ряда опытных игроков из других регионов, в клубе акцент делается на местных игроков. У нас очень много наших ребят играет и молодых, они все студенты нашего университета. Все стараемся, чтобы наших больше играло и как можно больше участвовали они вот в чемпионате. Футбол во все времена являлся одним из лидирующих видов спорта в республике по количеству вовлеченных людей. Поэтому улучшение имеющейся структуры и введение новых регулярных соревнований обязательно найдут отклик у якутян и дадут результаты. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Павел Пахомов, Якутск. Сказочная Арктика, республиканский конкурс ледовых скульптур под таким названием организовала этноусадьба Атласовых. В конкурсе принимают участие профессиональные скульпторы, а сам конкурс приурочен к 25-летию ледового движения в республике. Именно 25 лет назад Василий Атласов провел в Якутии первый международный конкурс ледовых скульптур, который дал старт развитию целого ледового движения в нашем регионе. Все ледовые скульптуры тогда были сохранены в подземной шахте и радовали глаз туристов в течение 5 лет. Кроме памятной даты, приурочили конкурс и к теме Крайнего Севера, а именно мотивам сказки «Невероятная история Кындыкан». В течение нескольких дней участники конкурса, всего их 5, вырезают изо льда образ маленькой девочки, оставшейся одной в стойбище оленеводов. Это как бы арктическая тема у нас идет, вот Арктика, освоение Арктики, и мы живем в Арктике, в основном это большую территорию мы занимаем, и поэтому вот арктическая тема, арктическая кухня должна развиваться. И поэтому вот идея такая. Мастера очень именитые, вот поэтому я надеюсь, что фигура очень хорошая будет, его будет мы хранить этот ледник, который готовый уже стоит и может посмотреть. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.